Участникам и инвалидам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пенсия будет увеличена на 3000 рублей. Начисление будет осуществляться с 1 августа этого года. Под увеличение пенсии попадают 34 человека. Выделенная сумма составит 1 миллион 200 тысяч рублей. Пенсия увеличивается на 3000 рублей. Также проектом закона предусматривается увеличение пенсии инвалидам, гражданам республики, кто стали инвалидами в результате ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Первой категории также на 3000 рублей, с 3500 до 6500. Инвалидам второй группы также на 3000 с 2500 рублей в месяц до 5500. И инвалидам третьей группы с 2000 рублей до 5000 рублей. Также повышены пенсии инвалидам Отечественной войны первой группы на 6500 рублей, второй группы на 4500 рублей, третьей группы на 3800 рублей, участникам Великой Отечественной войны на 2500 рублей в месяц, семьям погибших в Великой Отечественной войне на 5000 рублей в месяц, инвалидам боевых действий в Афганистане 3 групп инвалидности на 3000 рублей, инвалидам Советской армии при прохождении военной службы на 3000 рублей. Общее число граждан, кого коснется данное повышение, составляет 80 человек. Дополнительные средства, которые необходимы для финансирования данных изменений, составляют 3 миллиона 574 тысячи рублей. Финансирование повышения, в случае, если вы поддержите данные поправки, будет осуществляться за счет средств пенсионного фонда. Депутаты приняли решение об усилении административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологической безопасности в случае, если это причинило вред здоровью человека, вплоть до приостановки деятельности предпринимателей, допускающих нарушения на срок до 90 дней. Мы часто сталкиваемся с тем, что бытовой мусор выкидывают, огромные холодильники и так далее. Главы администрации городов и районов испытывают большую проблему. И, собственно, этот проект связан именно с этим. Здесь есть и штрафные санкции, плюс есть административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, соответственно, на 3 месяца. Марата Авицба утвердили судьей Верховного суда. 30 депутатов проголосовали единогласно «за». Депутаты парламента установили мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель до 1 февраля 2026 года. У нас 8 категорий земель. Мы только взяли сельхоз, потому что видим, это хорошо, когда наши граждане берут земли в аренду, строятся. Ну вот как я вижу, не везде стройка идет, может какие-то проблемы, и заодно узнаем. Из 100%, я думаю, 92 не строится. Наши граждане иногда пользуются правом переуступки аренды земель. И это тоже хорошо, если там будет что-то идти, да, проблем нет в этом. Лишь бы что-то делалось. Но мы узнаем, сколько выдано, что построилось, и кабинет министров для себя это узнает, что происходит вообще у нас в этой сфере. Депутаты парламента внесли во втором окончательном чтении изменения в закон о несостоятельности, банкротстве кредитных организаций. Проектом закона устанавливается, что в случае надлежащего исполнения обязательства кредитной организации перед кредиторами, вне зависимости от сроков погашения обязательств, Банк Абхазии вправе выдать указанной кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности. О несостоятельности, банкротстве кредитных организаций. Скажу коротко, значит, у нас в Абхазии 4 банка, у которых отозвана лицензия. Общая сумма задолженности перед бюджетом в лице Национального банка Республики Абхазия около 160 миллионов рублей. Значит, механизм отзыва лицензии действует так. Как только лицензия у банка отозвана, в течение полугода, значит, банк должен погасить. Если не погасит долг, то значит он не имеет дальше возможности работать. И так как эти 4 банка, они получаются в подвешенном состоянии, мы приняли решение, значит, дать им возможность, да, в течение года, что они имеют возможность заплатить, значит, этот долг и дебиторские задолженности и работать в нормальном режиме.
Заседание стало последним в весенней сессии Народного собрания. Депутаты парламента ушли на каникулы. С 4 августа по 9 сентября они будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 36 календарных дней. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение.